Свою проверку инспекторы Ространснадзора начинают с автостанции рядом с ЖД вокзалом в Назрани. Она открылась совсем недавно. Отсюда на сегодняшний день отправляются рейсы по маршруту Назрань-Грозный и обратно. У водителей досконально проверяют все документы. Так, карта маршрута есть. Так, город Грозный. Так. И путевка Станри. 26 марта. 5 должны. Так. Ведомости есть. Претензий к водителям нет. На руках все необходимые документы, а микроавтобус оснащен даже камерами видеонаблюдения. Между тем, жители пожаловались в Минпромсвязи на то, что на новом автовокзале по улице Бакинская в Насуркорте невозможно застать нужное им маршрутное такси. И для этого приходится ехать в другую часть города. вокзал хайылырцы ve мягко дош адлу yoş bak ona oldu вокзал хайылырцы перевозчики асыг да хави конутха таганышын вокзала их олд тацик олд ниснер фут ve духа хылхетизер пассажир яжосак би ve игр хаус ve услугдар ялыжосак ызык язык тулганут хамай мучовес мала вокзал шаня ши yoş бес объявление хаве цыхлара цбахат цулка мел знис ханыты вокзал хайылыр вокзал бохбыр да перевозчик бяч белха تتيجا ساعات أدرز أسبوع تغن حبش خوش ويتساني صبرت بوش حخلش صويوا أبي بلينتيخا ناخ حمدات دها واش تعدد درت خص أو تغن استخلرا نخ تغن أوجن مش طباخ بغن أربعة وش طول بو نخ هني أشوفه هذا وات أستنوكي سجيات ماشين سج حنيس لقص خاطر. Представители Ространснадзора и Минпромсвязи выехали на место. Если сейчас здесь выполняются рейсы только в Грозный, то в ближайшее время, согласно расписанию, планируются еще межрегиональные поездки. В таком случае, по их заверению, на маленьком участке начнется коллапс и беспорядок. Проверьте сейчас полностью, все проверки, заключение выпишу. При этом разрешение на открытие автостанции выдал территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Ингушетии. Согласно закону, количество станций, которые могут находиться в регионе, не регламентировано, а значит, открыть ее при соблюдении ряда правил не запрещено. Правда, другая сторона медали в том, что внешний облик оставляет желать лучшего, при том, что здесь будут высаживаться гости из других регионов России. Минусы еще в том, что на объекте отсутствует перрон в случае дождя, и зал ожидания пассажиров совсем небольшой. Ну, открытие сразу увеличивается до кассаж духа халес, арвуджил метиш духа халес, кафе халес, ахан рандыш халес, зал ожидания юаха халес. Только хамдасик, требования жицик. 1000, 2000, 2500 дальше, урайол, от 500 человек урайол требования. Ну, вот там 520, сам маршрут морят ливер, пока. Ну, сухот духа уже сделал вот ши. Ну, сумхахитера ос. Там еще на автовокзал хули. Они автовокзал первый автовокзал мизи. Водители, в свою очередь, быстро переключились на новый маршрут. Признаются, людей здесь бывает больше, чем на новом автовокзале, хоть удобств намного меньше. Там людей, во-первых, мало было, во-вторых, удобно, знаете, кушал, на базар. Тем временем в зале ожидания на новом автовокзале ни души. Неудивительно, ведь часть маршрутных такси находится на старом автовокзале, другие – на вновь открытой автостанции. На новом автовокзале тихо, кроме 3 межрегиональных маршрутных такси, здесь никого нет. Да и людей, собственно, всего пару человек. И это персонал и сами водители. Неудобное расположение и отсутствие рядом разворота после реконструкции ФАТ «Кавказ». Основные причины, почему водители и некоторые жители так не любят заезжать на новый автовокзал. Еще одна фобия у жителей – садиться в маршрутное такси, которое выполняет рейсы по городу. Люди жалуются на некомпетентность многих водителей. Духнах тэшан жалуются, дур водительских права жахтя, хожи пассажир будет хадуцер, кях дать мощно всех кята, таган ваштя модул адлу ши бог бы бош, ох хайгр разъяснительные беседы и геж вальцу, казгез мот только дирвали геж вашах это да ждве, хане оче змох хех мощно меху в таган мех духа хатырышху, да молду зулм хул цбахати, тхент идла дих квач ди ана вашах это
Именно по этой причине Ространснадзор, Минпромсвязи и сотрудники ГИБДД проводят совместные рейды. Только за первые 5 минут выявили сразу несколько нарушителей. У одного перевозчика даже не оказалось водительского удостоверения. Против него составили материал. Также нарушения выявили и у других водителей. Нарушение же карт маршрут 20 же. Саше нарушение гучание тронулся. Возерешь карт маршрут статья 11.33, часть 1, цена первое предупреждение, второе шала 5000 штрафе. Путевка, что должен дать церковь. Специалисты предупреждают, такие совместные рейды будут проходить каждый день до тех пор, пока перевозчики не научатся ездить по правилам. А что касается автостанции рядом с ЖД вокзалом, этим вопросом займется прокуратура. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.